Я считаю, что это беспредел. В нашей стране творится. Кто бы мог подумать, что в нашей Беларуси мы доживем до такого. За 26 лет столько развилось социальных паразитов вокруг себя. Они создали группировку бандитскую, которая теперь сегодня голодные, как шакалы. Получается, скоро они витрины будут разбивать и врываться за продуктами в квартиры домов. Уже во дворы вошли. Сейчас будут в квартиры врываться. Как, наверное, все думают, что это уже переросло в бандитизм, и когда они приезжают во дворы с оружием и нас оставляют на людей, тут ничего общего с правом нету. Это все очень угнетает нас, но мы не собираемся сдаваться, потому что мы здесь живем, это наша страна. И в это время ложила детей спать. Слышала, кричала девушка. Даже был такой разговор, что стреляйте, стреляйте. Покажите, пожалуйста, ваши документы, представьтесь, удостоверение. Они были без формы. Наша семья решила пойти погулять в наш прекрасный двор. Мы вышли троем, я, супруг и наш сын. Вот, я поднимаю голову, я вижу, что бежит соседка. Мы тут все друг друга знаем. Бежит соседка, девушка. Я видела просто, как они, походу, они перепрыгнули. Вот в черном, какие-то люди в черном были и в масках. И они бежали за ней, вот, и, стали там что-то, я даже не пойму, что это было, задержание, вряд ли так правильно людей так задерживать. Я была в шоке, я в панике, я понимала, тут у меня ребенок, и думаю, если я сейчас... я хотела подойти и сказать, что вы делаете, а вы кто? Представьтесь, пожалуйста, что происходит. Мне все равно даже кажется, если когда что-то человек сделал, в любом случае она не... так задерживать девушку, это слишком грубо очень. И я стала потихонечку подходить и начала спрашивать, что происходит. У меня пошли слезы из глаз, потому что я в шоке. Ребенок у меня, он за мной не пошел, он спрятался в елках. Потом я уже вижу такую картину, как мой муж подходит и спрашивает: представьтесь, пожалуйста, если вы не представитесь, я буду сейчас звонить в милицию. И он стал звонить в милицию. Опять-таки что-то начали они там что-то с девушкой, там что-то ее зажимать, там что-то по ногам ее. Он говорит, что вы делаете, так вы так и не представились. Отсюда, от этого ему последовал удар ногой в грудь. Но он ничего такого не говорил, он очень тактично, очень вежливо, ни на кого он не нападал. Он просто хотел выяснить, что происходит. Давайте как-то поцивилизованнее. Что происходит? Объясните. И у нас получается главная елочка, где олень, еще одни ворота. Я понимаю, что там стоят 20 человек. Понимаете, я не знала вообще, кто. Вряд ли соседи. Вряд ли, потому что все в таком же одеянии. Они стоят и просто мы просто тоже стоим. Мы стоим возле елки и мы смотрим, где наш там сын. Что происходит, там еще люди подошли, тоже спрашивали, что здесь происходит. Никто не собирался, нигде никакой не было информации, что что-то будет происходить, и, возможно, поэтому это для всех было такой неожиданностью. Обычно, когда что-то происходит, все знают, что приедут каратели, или как их еще называют в народе. Для всех это было что-то из ряда вон выходящее. Они были во всем черном. Опять, у них маски были все разноцветные. Все разноцветные какие-то масочки были. Они не представляясь, они просто берут перепрыгивают и начинают на нас просто бежать. Его просто начинают задерживать. И это не задерживать, забирают. Я говорю, это наш папа, мы вышли на прогулку. Он идет, мы сейчас пойдем с семьей домой. И я за него схватилась, я его держу, естественно. Он никакого сопротивления у него нет, он их не толкал, он им ничего не говорил. Один, по-моему, мне сказал, что девушка, идите к ребенку. Но это была единственная вежливость, потому что другой просто меня взял за горло. Взял меня и очень сильно меня зажал. Я была в шоке, меня перекрыло дыхание, меня ноги причем мне было очень больно.
Это какой-то прием, наверное, был. То есть это было не просто там вот так, допустим, ну, рот меня закрывали. Мне зажал, прижал вот так очень, очень сильно. Ну, я опускаю руки, и они моего супруга сразу же, ну, утаскивают. Ну, конечно же, это творится беспредел полнейший. На территорию, то есть товарищества зашли без ключей, как бы ни чипов, ничего. Ну, такого не должно быть, я считаю. Безопасности никакой. Мы все пытаемся законными способами написать заявление, узнать, что случилось, чтобы они завели расследование, но мы знаем, что и как это закончится, и поэтому мы, как всегда, надеемся на свои собственные силы и энтузиазм. Мы сейчас работаем, наверное, не на право, а на хитрость. Да, нужно писать, нужно это все, чтобы это расследовали. Во-первых, пистолет, вы сами понимаете, как бы это вообще ни в какие рамки не входит. Но мы вели себя очень адекватно и очень тактично. Мы просто как нормальный, наверное, человек не хотели пройти мимо, потому что, возможно, нужна была помощь. Сын очень, ну, и, конечно, он испугался, его стало тошнить. Вот до сих пор вот он ничего не может поесть, ему не хочется кушать. Но я знаю, что ему было очень плохо, его рвало. Да, это сотрясение, и, как я понимаю, что... Просто у меня такой вопрос, за что его били по голове? Что он сделал? Он поступил как мужчина, значит, нужно бить по голове. Ну, вот такие вот у меня вопросы. И к нашей милиции, конечно, вопросы. От кого вы защищаете?